Уже несколько лет в интинском поселке Абись работает цех по переработке и копчению мяса оленя. Запустить производство удалось благодаря народному бюджету. Каждую неделю предприятие выпускает около 300 килограмм чипсов, ребрышек, снеков и прочих сырокопченых деликатесов. Оценить по достоинству северные лакомства успели не только жители республики, но и гости из-за океана. К слову, в Абизе это не единственный проект, который удалось воплотить в жизнь благодаря народному бюджету. Из Приполярья передает Павел Королев. Татьяна Колесникова, к слову, в прошлом старшина пожарной части, признается, бизнес на селе давался ей нелегко. Чтобы открыть свое дело, пришлось набить много шишек. Но благодаря поддержке мужа, городской администрации и народному бюджету в Старой Бане удалось открыть современный цех. На выделенные деньги закупили оборудование, сделали ремонт. Немало вложили и собственных средств, сил и времени. Здесь очень большая проблема с отоплением. Отопление было централизованное, проведено раньше воздушным путем, а нам надо было его заглубить и абсолютно по-другому все переделать. И тут нам администрация пошла навстречу, и нам, значит, отопление с центральной ветки протянули до нашего здания 100 метров за счет администрации. Самостоятельно сделали здесь отопление, самостоятельно провели электрификацию в плане того, что поменяли все сети. Сейчас сырокопченую оленину из Абизя можно купить в каждом городе республики. Собираются выпускать колбасу. Планируют выходить на рынки Москвы и Санкт-Петербурга. Но из-за высокой конкуренции с последним пока имеются трудности. Однако благодаря еще одному направлению семейного бизнеса северные лакомства смогли попробовать даже гости из-за океана. Что касается бизнеса, приурочили мы к этому делу, ну и мы так и планировали решать в комплексе этот вопрос. У нас будет и открылся уже туризм. Построен коттедж двухэтажный, вот, домик для туристов, останавливаются туристы со всех уголков нашей Российской Федерации. Ну и вот уже повторюсь, наверное, в этом году были из Америки гости, все очень довольны. И естественно мы сюда присовокупили то, что нашу продукцию берут еще и туристы. Народный бюджет помог осуществить и давнюю мечту жителей поселка. Сейчас завершается установка современного спортивного комплекса. Площадка с уличными тренажерами уже смонтирована. Осталось произвести подсыпку территории и установить 3 многоуровневых турника. До 1 ноября работы должны быть завершены. На реализацию проекта в рамках софинансирования из республиканского бюджета, городской казны и собственных средств жителей потратили более 600 тысяч рублей. Этот проект спортивный мы уже продвигали наверное, года 2. И только в этом году удалось выиграть. Люди, вот мы сегодня тоже встречались, конечно, очень довольны. Посмотрим, как будут пользоваться, да, то есть будет он востребован или нет. Место выбрали они сами, они сразу указали, куда это надо, потому что этими тренажерами могут пользоваться как дети подросткового возраста, так и взрослые. К слову, в Абизе проживает около 600 человек, и они неравнодушны к своей малой родине. И у местных еще много идей, которые они готовы предложить на народный бюджет. А к этой работе подключается все больше жителей поселка. Просто, понимаете, люди еще не совсем знают, что можно в народный бюджет, какие, допустим, мероприятия внести. И предлагают, ну и опять же, чтобы сделать эффективно этим народным бюджетом воспользоваться, тоже нужно грамотно оформлять документы. Надо не просто сказал, вот я хочу там то-то, то-то сделать, я хочу там то-то, то-то сделать. А для этого необходима юридическая грамота, для этого нужно посмотреть, подумать, взвесить, на самом деле нам это нужно, или нужно, может быть, другое нам для поселка нужно. Главная же идея народного бюджета в том, что он помогает жителям сел, поселков и городов нести массу предложений и поднять проблемы, о которых местные власти, возможно, даже не догадывались. А люди сами решают, на что потратить выделенные республикой и районом деньги. Павел Королев, Татьяна Маннова, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, Интинский район.